Я бы хотела перейти к вопросам наших коллег. Вижу, что есть вопросы. Диана Царульский, пожалуйста, коллеги, задавайте свои вопросы. Здравствуйте, Михаил Борисович. Я хотела бы услышать ваше мнение по такому вопросу. Сейчас вот существует мнение, что оппозиция формируется в Украине, так если можно сказать, липовая, которая на самом деле более лояльна к власти, чем на самом деле оппонирует. Вот как вы считаете, это бредовые мысли или действительно есть подобные? Ну, я уже говорил о том, как я отношусь к оппозиции. И то, что там есть элементы вот такой игры, это правда. Есть действительно, поскольку все время идут какие-то украинские залаштункові перемовини. Ну вот, забыл как по-русски. Значит, переговоры как бы существуют постоянно. И, ну вот, Ющенко в 2004 году был представителем, значит, оппозиции, который шел на смену, значит, этому преступному режиму. Но я хорошо знаю, что он вел переговоры постоянно. Его люди близкие вели переговоры с людьми близкими Кучму. И, в принципе, по всей видимости, Кучму победа Ющенко устраивала. Ну и мы видим, что, в общем, ничего такого очень плохого для него не произошло в тот период, когда президент был Ющенко. Поэтому вот эта система, она как бы все время присутствует. Власть помогает укрепиться в оппонирующем лагере тем силам, и даже как бы некоторых людей спонсируют, чтобы они как бы выступали от имени оппозиции. Вот у нас есть, я просто не хочу судиться, я назвал просто целый ряд некоторых фамилий, но у меня вот недавно майор Мельниченко на меня подал в суд, что я там его сказал, что всякие слова сказал. Вот. А он на меня в суд для защиты чести и достоинства. Можете себе представить, честь и достоинство майора Мельниченко. Ну вот. Значит, есть такое, вот есть. Я это называть не буду, но я вам хочу сказать, люди, которые там регулярно, часто присутствуют на программе Шустера, ну просто точно, я точно знаю, что ходят за зарплатой в администрацию президента от имени оппозиции. Очень решительно. Герои. Вот. Но они зато там мочат кого надо и так далее. То есть это называть не могу, но кто там не смотрит эту программу, может догадаться. Коллеги, пожалуйста, еще.